Каждый из этих КАМАЗов за рабочую смену совершает около 100 рейсов. Они выгружают с барж уголь для жителей Амгинского района. Работы не прекращаются ни ночью, ни в непогоду. На подходе еще несколько судов. 18 часов работаем беспрерывно. Какая тяжесть? Нормально. Устаем, конечно. В навигацию, которая на реке Амга длится всего около 2 недель, сюда необходимо доставить 30 тысяч тонн топлива для местных котельных. От этого зависит, как начнут отопительный сезон в 14 поселках. В районе проживают около 16 тысяч человек. Районный центр, поселок Амга, играет роль перевалочного центра. Здесь уголь складируют на специальном полигоне. Затем, с началом отопительного сезона, топливо развезут по населенным пунктам. Для коммунальщиков сейчас наступила самая горячая пора. Не успели закончить один отопительный сезон, пора готовиться к следующему. Несмотря на то, что на улице стабильно плюс 20, о предстоящих морозах здесь не забывают. Сразу после 22 мая закончится отопительный сезон. Сейчас вот сразу началась навигация. И сейчас вот сразу приступим к ремпрограмме на 16-17 год. Баржи с углем идут одна за одной. Речники торопятся. Вода падает буквально на глазах. Владимир Аксаментов, капитан с 30-летним стажем, знает повадки каждой из рек Якутии. Он постоянно следит за уровнями, чтобы не остаться здесь до следующей навигации. Мы циркуляры берем, речь 22. У нас сегодня минус 11. Вчера было минус 16. Позавчера было минус 35. А позавчера было минус 30. Если все это сложить, практически на больше метра уже упал. Следующие пароходы идут с осадкой 2 метра. Им будет проще. Значит, они доставят оставшийся груз. Всего по рекам Якутии в этом году коммунальщики планируют завести свыше 400 тысяч тонн топлива. Ситуация осложняется неутешительными прогнозами. На водных артериях региона ожидается сильное мелководье. Чтобы справиться с поставленными задачами, будут подключены все силы и средства. Логистика по доставке топлива отработана уже годами. Там больших изменений нет. Есть, конечно, мелкие нюансы, которые отрабатываются в рабочем режиме. Конечно, мы зависим от уровня воды, еще многих факторов, поэтому все эти проблемы решаются в рабочем режиме. Сразу после завершения завоза на Амгу суда возьмут курс на реку Вилюй. Здесь навигация уже идет полным ходом и тоже обещает стать сложной. Впрочем, речники и коммунальщики готовы к любому сценарию развития событий. Дмитрий Макаров, Вести, Амгинский район.